В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Коротко о темах. В Казахстане презентовали инвестиционный и туристический потенциал Якутии. Расскажем о итогах деловой встречи сторон. В Якутск доставили партию вакцину от кори, краснухи и паротита. Расскажем, где и когда можно получить прививку. В Якутске запустят пробное производство строительных материалов и в модернизационном промышленном комплексе ДСК. Это решит ряд проблемных вопросов. Ущерб от действий мошенников по Нерюнгринскому району составил более 25 миллионов рублей. Расскажем о новых схемах мошенника. В Казахстане презентовали инвестиционный и туристический потенциал Якутии. В рамках Дней Республики Саха в Казахстане начались деловые встречи сторон. Так, в рамках сотрудничества региона с акиматом Северо-Казахской области подписан план мероприятий о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном взаимодействии. Регионы планируют увеличить взаимный товарообмен, обмениваться информацией об инвестиционном климате и проектах, оказывать содействие инвесторам в реализации проектов, а также установить сотрудничество между туристическими операторами и агентствами. Мы поднимались и уверен, еще будем подниматься на олимпийские пьедесталы. Якутяне снимают фильмы, номинанты престижных кинопремий, включая «Оскар». Голоса Якутии звучат на лучших сценах мира, а технологичные IT-продукты востребованы на всех континентах. Мы гордимся нашим эпосом «Аллахо», провозглашенным ЮНЕСКО шедевром человечества. Казахстан и Якутию с давних времен связывают общие исторические и культурные корни. Эти общие черты отчетливо прослеживаются и в наших языках, в наших традициях. Самобытная, многогранная культура, преемственность вековых традиций, духовных ценностей, возрождение и развитие языков, всем этим мы гордимся и очень бережно храним. Александр Акимов поделился первыми итогами работы на должности специального представителя главы Якутии по Арктике. На новом посту экс-сенатор Совета Федерации курирует вопросы по развитию качества жизни на севере, социально-экономическому развитию арктических улусов республики, а также взаимодействию с федеральными структурами для совершенствования законодательства, направленного на развитие арктической зоны. Так, первым проектом на новом посту стала реализация федерального закона о северном завозе. План работ Александр Акимов представил Айсену Николаеву. Среди текущих задач кадровая политика на севере и строительство железной дороги от Якутска до Магадана. У меня запланирована встреча уже на этой неделе с Росатомом и со следующей недели с Министерством по делам Арктики, именно конкретно по северному завозу. Потому что завоз наш кормит, правильно? Это с 1 апреля этот закон, который я докладывал Совету Федерации, уже начнет работать с 1 апреля. Вот это конкретная работа спецпредставителя. Я буду этот вопрос и контролировать, помогать. Председатель правительства Якутии проверил работу Государственного фонда «Защитники Отечества». Руководство и сотрудники провели экскурсию по филиалу и рассказали о его работе. Также Кирилл Бычков поговорил с посетителями фонда о качестве предоставляемых услуг. В здании фонда имеются кабинеты психолога, консультирование по уходу и реабилитации бойцов спецоперации, получивших ранения. Всего с момента открытия якутского филиала через фонд прошло порядка 1500 человек. Я считаю, что, конечно, с учетом того, что это является таким единым окном поддержки для и участников СВО, и для их семей, это касается и материальной поддержки, и выплат, и всех необходимых социальных гарантий, социальных льгот. Ну и, конечно, это и вопросы, связанные с реабилитацией, потому что мы понимаем, что одним из основных элементов работы системы – это качественная, очень такая разносторонняя реабилитация.
Свыше 6 тысяч случаев ОРВИ зафиксировали в республике. Это ниже эпидемиологического порога заболеваемости по совокупному населению на 9%. Отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 3%. Наблюдается преимущественно циркуляция вирусов новой коронавирусной инфекции COVID-19. Суммарно от всех положительных находок на вирусы гриппа приходится 1%, на вирусы негриппозной этиологии 27%, на вирусы COVID-19 72%. Решение о временном отстранении детей, не имеющих прививок от кори, от посещения образовательных учреждений приняли в столице республики. Также ограничения коснутся студентов и работников высших и средних учебных заведений, сотрудников социальных организаций. Медицинские организации Якутска активизировали работу по иммунизации против кори. В поликлиниках продлили работу прививочных кабинетов, организовали прием в выходные дни. Ограничения не коснутся детей и сотрудников, имеющих прививки против кори или переболевших ранее. В Якутск доставили партию вакцины от кори, краснухи и пароотита. Ее распределят по медорганизациям в течение 2 недель. Прививочные кабинеты будут работать до 19 часов, в выходные дни до 15. На сегодня в республике вакцинировано 20-25% детского населения от годового плана. В плане охватит 15 тысяч детей. Вакцинация проходит в 1 год и 6 лет. Не имеющих с 22 апреля временно не допустят к занятиям и работе. В интернете появились поддельные сайты с логотипом Роскачества и оформлением портала умного покупателя. Мошенники ко Дню Победы начали предлагать компенсации ветеранам и их семьям при условии предварительной оплаты комиссии. Роскачество не имеет никакого отношения к этим подделкам. Аферисты обещают своим потенциальным жертвам единоразовую денежную компенсацию от 50 до 300 тысяч рублей. Для получения нужно якобы оплатить стоимость юридических услуг по сопровождению. Отмечается, что фишинговые сайты оперативно заблокировали. На сегодняшний день общий ущерб от действий мошенников по Нерюнгринскому району составляет более 25 миллионов рублей. Злоумышленники регулярно придумывают новые схемы и обмана и модернизируют старые. Сводку основных преступлений за последние 2 недели подготовили наши коллеги с Нерюнгри. 16-летний нерюнгринец получил сообщение в социальной сети якобы от своей одноклассницы о том, что она разбила телефон и ей нужна помощь. Сначала подростка попросили отправить код из СМС, затем убедили взять телефон одного из родителей, в банковском приложении оформить кредитную карту и перевести деньги на продиктованные номера счетов. О том, что сын отправил 120 тысяч рублей неизвестным лицам, родители узнали только на следующий день и обратились в полицию. Основными схемами мошенничества, на которые попадаются наши граждане, остаются это звонки от имени сотрудников банка, сотрудников силовых структур, звонки от имени операторов сотовой связи, заработок на инвестициях, взломы страниц в социальных сетях, в менеджерах, рассылка сообщений от имени руководителей, купли-продажа на сайтах объявлений. 25-летний машинист конвейера лишился 40 тысяч рублей, решив приобрести водительское удостоверение через объявление в одной из социальных сетей. Оно оказалось фальшивым. Об этом мужчина узнал при проверке документов сотрудникам ДПС. 57-летний пенсионер отправил 93 тысячи рублей на несуществующий безопасный счет, когда изначально с ним связался лжесотрудник сотовой связи, сообщивший об истекающем сроке пользования абонентского номера и просил продиктовать коды из СМС для его продления. 44-летний мужчина решил заработать на инвестициях, увидел рекламу в интернете, оставил заявку, с ним связались якобы брокеры и предложили быстро заработать. Сначала была небольшая сумма в 1000 долларов. Я вложил. Потом созвонился человек, который представился брокером, объяснил мне на своем языке, как это все работает. Предложил увеличить сумму, чтобы быстрее заработать. В итоге сумма увеличилась до 3,5 миллионов, которые теперь я просто не могу снять с этого счета. 65-летняя жительница города Нерюнгри осталась с кредитными обязательствами после общения с мошенниками. Потерпевшая получила сообщение в мессенджере якобы от руководителя, где он сообщил о том, что проводятся проверки личных данных сотрудников и что с ней свяжется их проверяющий. По развитию дальнейшей схемы обмана женщина потеряла 500 тысяч рублей. Мне кажется, уже с каждого утюга рассказывают о том, что как действуют мошенники, какие надо меры. Но некоторые люди, тем не менее, вот у них ввиду характера, вот они, видно, как-то
подвергаются этим нападкам и начинают отвечать, и идти к ним на контакт с этими мошенниками, чего делать нельзя. Ну, самое простое, наверное, как бороться с этим, просто не брать трубки, не разговаривать с этими людьми, потому что я так понимаю, что есть некоторые технологии в манере общения с людьми, к сожалению, часто пострадают пенсионеры от этого, потому что, наверное, им не хватает внимания, об этом надо задуматься в первую очередь детям, чтобы почаще звонить, разговаривать со своими родственниками. И как бы технологии не стоят на месте, они, если не будешь с ними разговаривать, они ничего не смогут сделать. Изучите и запомните базовые правила, берегите себя и свое имущество. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. С повышением дневных температур в некоторых заниженных участках улиц Якутска возможно скопление воды и образование луж. Октябрьский округ имеет более 10 низких участков. На откачке талых вод на подмогу приходит управа округа. В этом году на эти цели предусмотрены рекордные средства в размере 1 700 000 рублей. За эту сумму должны откачать не более 4000 кубометров талых вод. Снега меньше, чем в прошлом году. Хотя мы вывезли в прошлом году снега 28 тысяч, а в этом году 25 тысяч. То есть как бы немало. Но средства выделены в этом году, дополнительно были выделены финансовые средства почти в 6-5 раз больше и на снег, на вывоз снега, и на откачку талых вод. Поэтому средства есть, объемы есть, работа идет. Дворовые территории, согласно 161 статьи Жилищного кодекса, они должны обслуживать соответствующие организации. Это УК, это ТЖ. Программа по социальной газификации продолжает свою работу. В настоящее время Якутия занимает 9-е место в России по темпам ее реализации. Воспользоваться программой могут 82 населенных пункта республики. На этой неделе внесены изменения по правилам по ее реализации. Подробнее смотрите в сюжете далее. В планах у регионального оператора в 2024 году по программе социальной газификации необходимо обеспечить голубым топливом свыше 1800 домовладений. Для этих целей уже выделено 184 миллиона рублей из бюджета Якутии и 16 миллионов рублей из федерального бюджета. Буквально с 16 апреля постановлением председателя правительства России программа расширила свое действие и на садовые некоммерческие товарищества. Есть несколько требований. Во-первых, домовладение должно быть для постоянного проживания. Это я имею в виду в сотах СНТ. Также этот земельный участок и домовладение должно быть оформлена собственность. Ну и третье условие, должен быть протокол общего собрания членов сотов о газификации. Для большей доступности программы социальной газификации правительством республики была учреждена субсидия в размере 150 тысяч рублей. Такая мера поддержки предполагает закупку оборудования и газовых труб. В настоящее время ею уже воспользовались более 180 семей. Сегодня семьи, например, многодетные, или те, кто воспитывает, например, детей-инвалидов, либо детей, оставшихся без попечения родителей, наши ветераны СВО, соответственно. Это также могут быть и неработающие пенсионеры, у которых доход ниже двукратного прожиточного минимума. Этой мерой поддержки могут воспользоваться на газификацию своего дома. Отмечу, что очень хорошо этими мерами пользуются у нас в Якутске, в Хангаласском районе, в Горном и в других районах. Я думаю, они активно очень будут еще присоединяться. Помимо социальной газификации в республике реализуется федеральная программа по комплексному развитию сельских территорий, которая предполагает газификацию участков непосредственно в улусах. В рамках данной госпрограммы существует льготное кредитование на благоустройство. Целевое назначение туда включается подключение газа, центрального отопления, установка септика, подключение света и ремонт дома может еще как целевое назначение включаться. Кто может претендовать? Это все люди, которые проживают в сельской местности с возраста 23 года до 65 лет. С появлением федеральной программы социальной газификации в Якутии было заключено более 9,5 тысяч договоров. Обязательства по 7100 уже выполнены. Социальная газификация продолжается. Вероника Таюрская, Айлита Махно, Якутск.
В третьем квартале текущего года компания «Риастрой» запустит в Якутске пробное производство строительных материалов в модернизированном и промышленном комплексе существующего ДСК. Это создаст новые рабочие места, снизит стоимость строительства, в дальнейшем обеспечит якутян комфортным и современным жильем. Главная цель – снижение стоимости квадратного метра на жилье в республике. Как только модернизация завершится, продукция завода будет использована на рынке жилья Якутска. В частности, для строительства жилых домов в новых микрорайонах «Звездный» и «Спортивный». Выйти из финансового кризиса и начать собственное дело сотням якутян позволило заключение социального контракта. Адресная помощь остается востребованной. Между тем, сотрудники соцзащиты подчеркивают, деньги могут быть потрачены только на заявленные цели. На 2024 год Алданский район получил 10 квот. Максимальная сумма может составить 500 000 рублей. Какие направления у граждан пользуются спросом, узнавали наши корреспонденты. Разного рода услуги, производство, сельское хозяйство. Выйти из финансового кризиса и начать собственное дело. Многие семьи Алданского района смогли благодаря государственной адресной помощи. Социальный контракт в Якутии реализуется более 10 лет. Эта мера поддержки остается востребованной. Стали востребованы образовательные услуги. У нас получали социальные контракты, например, репетиторские услуги по английскому языку. Робототехника. Кондитерские были у нас тоже неплохие примеры. Вот мы до сих пор, например, если какие-то день рождения справляют, коллеги зачастую берут у наших граждан, те, кто получали социальный контракт ранее. На поддержку от государства могут рассчитывать граждане трудоспособного возраста, оказавшиеся в сложном финансовом положении. Деньги, выделяемые по соцконтракту, невозвратны. Обязательным условием договора является предоставление в органы соцзащиты отчетности об освоении средств. Финансы могут быть потрачены только на заявленные цели. К сожалению, есть и отрицательные примеры, потому что когда понимают, люди видят, что сумма-то неплохая, то есть получают эти средства и потом не могут ними должным образом распорядиться. Здесь приходится и, скажем так, подключаться уже непосредственно и специалистам по возврату данных средств. Это есть и судебные прецеденты, поэтому здесь хочу сказать, что нет никаких иллюзий, если деньги направлены нецеленаправленно, либо это здесь решение одно, это по возврату средств. На 2024 год Алданский район получил 10 квот. Максимальная сумма по соцконтракту может составить 500 000 рублей. Социальные контракты с Министерством труда и соцразвития Якутии заключаются по ряду направлений. К основным относятся расширение рынка социальных услуг, развитие личных подсобных хозяйств и помощь в трудоустройстве. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Ленске состоялась форсайт-сессия по реализации в районе проекта столетнего плана развития. Мероприятие нацелено на обработку образа будущего Ленского района, поиск возможностей и выработку проектов развития. В разработке стратегии приняло участие более 40 человек. Это работники и руководители учреждений образования, сельского хозяйства, педагоги, библиотекари и глава района. Сессия проходила по 3 блокам: промышленность и бизнес, кадры и таланты, среда для комфортной жизни. Мы работаем над проектом «Кадры и образование», и мы хотим выбрать наш Ленский район. Лидер был по качеству жизни, по качеству образования, медицины и условиям жизни. Мне очень понравились все спикеры, мне очень понравился сам формат проведения такого мероприятия. И я рада, что принимаю в этом участие. Мне не безразлично, что будет у нас в городе через 16 лет. И очень круто, что я приложила к этому частичку себя, своих идей. Турнир чемпионата Европы еще до своего старта стал уникальным, поскольку впервые мужской и женский чемпионаты проходят одновременно. На соревнованиях в столице Сербии выступят 401 боксер из 35 стран. В Белграде состоялась жеребьевка предстоящих боев. В весовой категории до 51 килограмма в борьбу за медали вступят 11 мастеров кожаной перчатки. Первым противником якутского боксера станет венгр Бернард Атилла. Бой пройдет на стадии 1/4 финала. Победитель пары сразу выйдет в полуфинал чемпионата Европы.
В Якутске подвели итоги 5-й спартакиады по зимним видам спорта. За победу в Алдане и Нерюнгри боролись 599 спортсменов. Это 28 команд районов. Так, в Алдане прошли соревнования по лыжным гонкам, спортивному ориентированию на лыжах, биатлону, шорт-треку, горнолыжному спорту, сноуборду и зимнему многоборью. В Нерюнгри состоялся турнир по хоккею, состязания по северному троеборью и фигурному катанию. По всем видам спорта было разыграно 107 комплектов медалей. По итогам спартакиады первое место заняла команда Якутска, второе место Нюрнгринского района, третье команда Алданского района. Новый сезон утренних зарядок стартует на уличных площадках республики 8 мая. В день столетия видного якутского государственного деятеля и реформатора спорта в Якутии Николая Тарского. В данное время ведется набор инструкторов. Отмечается, что начнется с 7 утра в Якутске на спортивных площадках, площадях, стадионах и в парках. Каждый желающий может прийти и вместе с наставниками выполнить ряд простых и несложных упражнений. В арт-галерее «Урдел» в рамках Года семьи в России представили выставку «Династия художников Иннокентьевых». Художники создают произведения в разных жанрах. Их отец Николай Николаевич Иннокентьев является главой династии художников-педагогов. Он получил высшее образование в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры. Стал автором более 600 картин, по сей день занимается творчеством. Также на этом мероприятии представлены работы внуков и зятя. Выставка продлится до 10 мая. Сегодня представлены работы отца, мои работы, моих сестер Нергуяны и Айталины. Наши работы посвящены природе и людям Якутии. Допустим, представлена работа моего отца. В последнее время он работал над картинами окрестностей Якутска. Также в галерее «Арт-Сетим» выставлена работа одного из живописцев, члена художников России Надежды Егоровны Федуловой. Она родилась в городе Якутске, окончила городское художественное училище. Сайсарские мотивы стали живым памятным уходящему Якутску 50-х-90-х годов 20 века. Кроме этого, Надежда Егоровна вместе с Жанной Хунгеевой возродили исконный для народа Саха вид декоративно-прикладного искусства, ручное ткачество конским волосом. Выставка продлится до 26 апреля. Это работы новые 2023-2024 года. Потом идет блок «Сайсарские мотивы». Эта работа уже старая, только вот одна есть новая «Ходьба по лужам». Потом есть этюды, потом есть работы такие на скифскую тему, на тему индейцев, поиски идентичности, соприкосновение культуры индейцев, там, скифов, древних народов. Сплочение семей в творчестве. Прошел заключительный этап фестиваля «Аватар. Арт-терапия для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей». Этот проект победил на грант на конкурсе в номинации «30 добрых дел АЭП». Подробнее о том, как прошел фестиваль и с каким настроением ушли посетители, расскажет Тимур Колмогоров. Порядка 180 детей и их родителей из 3 коррекционных школ Якутска приняли участие в 6 мероприятиях, проходивших в рамках фестиваля «Аватар». В них проводилось множество мини-игр и веселых взаимодействий ребенка и родителя, среди которых свободные танцы и разукрашивание лиц. Родители искренне оценили работу специалистов и волонтеров проекта. В проекте понравилось то, что сближает родителей, сближает ребенка, дает возможность пообщаться с ним. Ребенок раскрепощается. Сначала первый раз, когда мы пришли, мы немножко стеснялись. Постепенно мы освоились. Заключительный этап фестиваля включал в себя музыкальные и танцевальные представления самих детей. Кроме того, участников ждали интересные мастер-классы. Главной творческой темой проекта осталась арт-терапия. Арт-терапия – это и танцы, это и рисунки, это и фотография. А мы почему взяли арт-терапию? Чтобы дети с родителями раскрепостились,
познакомились друг с другом, пообщались, потанцевали. В общем, мы взяли направление свободных танцев с арт-терапией и плюс разукрашивание лиц. Организаторы отметили, что через занятия арт-терапией закрытый образ жизни детей изменился на более активный. Это очень важно, потому что наши дети, они раскрываются на таких мероприятиях личностно и творчески. И тем более, когда родители рядышком, они смотрят на своих детей, дети раскрываются совершенно с другой стороны. Проект помог взглянуть на мир детей с ограниченными возможностями другими глазами и разглядеть в них самодостаточную и самостоятельную личность, способную творить и добиваться успеха. Тимур Калмогоров, Иван Саракаумов, Якутск. Студенты Якутии поедут защищать честь республики. Сегодня закончился последний региональный этап подготовки на Всероссийский конкурс «Студенческая весна-2024». Более 400 участников принимают участие в главном отборе, а лучшие из лучших отправятся в Саратов, чтобы показать все свои возможности. Многие ночи без сна и усердная работа над выступлениями остались позади. Такой конкурс собирает самых талантливых и креативных студентов ежегодно. Студенческая весна является одним из самых значимых событий для всех активистов вузов. Для многих студентов это уже не первое участие в конкурсе. Если сравнить прошлый год, то прошлый год был намного сложнее, так как мы танцевали тоже якутский танец с кылынкой, то есть на одной ноге танцевали, а в этом году более плавное, такое спокойное, но все равно сложность в том, что нужно показывать атмосферу, состояние. Участие принимают все высшие образовательные учреждения города. Отбор среди них определяется профессиональными жюри. Поэтому в этом году из 400 студентов в финал пройдут только 50. Отбор серьезный. Сейчас очень уровень с каждым годом студентов, которые занимаются творчеством, все выше и выше. Да? Конечно, сейчас в свободном доступе ВКонтакте все это есть, люди сравнивают. И команда Республики Саха-Якутия нешуточный конкурент. Студенты принимают участие в нескольких направлениях, таких как танцы, вокал, театральное искусство, мода, медиа и инструментал. Но одной из самых необычных секций стал стрит-арт. Тема данного стрит-арта называется «Формула молодости». Вот. Изобразил руку молодого человека, и как бы молодость – это как бы дар, да, нам. Можешь упустить свою возможность, да, в молодости, либо как семя посадить ее, для будущего своего. Завершающим выступлением для студентов станет гала-концерт, который состоится 19 апреля в культурном центре «Сергелякские огни». Зрители увидят лучшие выступления участников, а также определят победителей, которые будут рекомендованы в состав делегации Якутии. В этом году для учащихся университета всероссийский этап пройдет в Саратове, а для обучающихся колледжей – в Ставрополе. Дарья Короленкова, Иван Саракаумов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.